Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами снова телепередача «Мой спорт». В этом выпуске вы увидите 12-й фестиваль по силовым видам спорта. В 12-й фестиваль вошли такие виды спорта, как классический пауэрлифтинг, армспорт и гиревой спорт. Также вы увидите открытие нового фитнес-клуба, эксклюзивное интервью с абсолютным чемпионом Европы и России 2011 года Виталием Рудаковским. И завершит нашу передачу беседа с Василием Курневым, генеральным директором компании «Алроса Нюрба», который является в данный момент главным партнером 5-х международных спортивных игр «Дети Азии». Приятного вам просмотра! Организация, как вы видите, на уровне республики. Уже я неоднократно присутствую на этом фестивале и вижу, что с каждым годом организация все лучше и лучше. Надеюсь, что и в будущем они будут совершенствоваться, и организация будет еще лучше. Роберт, тебе понравилось сегодня? Да. Мы очень рады, что получилось у нас этот проект, который даст толчок развитию всех силовых видов спорта нашей республики. Раз, два, 10. В этом году было решено, что от имени Министерства молодежной политики и спорта пригласить известного спортсмена. На сегодня это Виталий Рудаковский. Бодибилдинг – это мой спорт. В принципе, город встретил морозом, понятно, морозом, но самое главное, что встретил такими хорошими, добрыми людьми, вот, и которые меня встречали здесь, на холодной земле Якутска. Вот, но земля-то холодная, а люди-то горячие, поэтому было, в принципе, тепло, очень тепло принимали, так неожиданно просто такая была. Вот, ну, что касается спортивных, вот, чувствуется, что очень положительная такая заряд зала, очень хорошо, комфортно здесь себя чувствую. Впервые в Якутске открылся фитнес-клуб европейского стандарта. Общая площадь клуба 1100 квадратных метров. В зале существует зал фитнеса, оснащенный спортивным паркетом, зал единоборств, детская комната, бар, сауны,
косметология с массажем. Вот этот зал, я считаю, он премиум класса. Не хуже ни питерских, не хуже московских залов. Даже, может быть, на самом деле атмосфера даже более уютная такая. Сколько одновременно может размещаться здесь людей? В раздевалке вмещает 198 человек, 99 мужская раздевалка, 99 женская. Также в раздевалке существует сауна, солярий. Везде стоит система кондиционирования и воздухообмена. Также все зоны оснащены музыкальным сопровождением. Виктор, а какие будут инструктора и сколько будет инструкторов в тренажерном зале? В тренажерном зале будет 4 инструктора на данный момент. Все инструктора прошли обучение, они сертифицированы. Я считаю, что Якутск сейчас на правильном пути в плане развития спорта. Очень рад вообще поддержать здесь своим, скажем так, присутствием данное начинание. Вот. И хотелось бы, чтобы в следующий раз, когда я приеду, это уже был не уже второй, точнее, чтобы это был уже второй, третий зал. Вот. И, в принципе, как бы только рад за ребят и всего им самого хорошего. Пауэрлифтинг – наш спорт! Ну и что касается, конечно, спортивного питания, то ряд спортивных добавок тоже меня удивил. На самом деле очень широкий выбор, очень широкий спектр спортивного питания. Это обычная добавка к питанию. Здесь ничего бояться не нужно. В ней нету никаких там каких-то химических опасных соединений для жизни, угрожающих каким-то нашим там внутренним органам и так далее. Это миф. Ну, согласитесь, что если нам нужно, там, например, 20 граммов витамина С, что мы должны съедать 20 килограмм апельсин, ну, это нереально, просто нереально. Проще купить обычную добавку с витамином С, да, там, и 1 грамм в день его принимать спокойно и не париться. То же самое касается витамина группы В. Мы что, должны там съедать полбыка? Ну, взял стакан, в стакане 100-граммовом, там, точнее 250 грамм жидкости, развел спокойно мерную чашку 50 грамм. И причем это вкусно, полезно и нормально, и дополняет ваш рацион питания. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Тарасович, расскажите немного о себе. Работал в Алмазах постоянно. 84 года как распределился. Вот в Удачном работал, потом в Мирном, потом в Анабаре на севере работал. Ну и сейчас вот в Родственном генеральным директором. Ваш любимый вид спорта? Ну, раньше, когда студентом был в школе, занимался гиревым спортом. Гиревым спортом, тяжелой атлетикой занимался. Награды есть какие-нибудь? Не, ну, конечно, там я выполнил норматив мастера спорта. Тогда был РСФСР, был мастер спорта, я СССР был, мастер спорта РСФСР, я эти образования получил. Ну, был многократным призером, чемпионом, много, конечно, соревновался, сколько я. Где-то на 15-20, наверное, занимался, почти как профессионал. Ну, когда и на производстве занимался, вот в Удачном, когда работал, я организовал секцию гиревого спорта, ну, и там, естественно, вот и качались ребята, приходили. Ну, так неплохо у нас там, где-то я 4-5 человек чемпионов республики даже воспитал. Ну, даже так, здорово. Да, такое было, Сейчас у вас как со временем, уделяете время спорту? Ну, так, я в основном это бильярд играю. Ну, там обычно, маленько там могу и побегать. Ну, для себя, конечно, там маленько спортивную форму поддерживаешь, конечно. В прошлом году вот соревнования были, там заставили нас руководителей первый этап бежать, там эстафеты, там прыгать надо было. Ну, естественно, я довольно охотно даже выступал на этих соревнованиях. Кстати, мы заняли вот по Нюрнбергскому району, как бы головное предприятие.
Мы даже второе место, по-моему, заняли. Вот, Ой, здорово. на этой спартакиаде. Немного можете рассказать о проектах, которые вы спонсируете, спортивные соревнования? Ну, мы как бы группа, предприятие группа взрослых мы называемся, так? Ну, естественно, социально ориентированные и в основном большое внимание уделяем спорту. Ну, может быть, я сам спортсмен, да, вот поэтому, ну, бывший спортсмен, будем говорить. И, конечно, много уделяю. И до меня там уделяли внимание. Ну, мы всегда были спонсорами этих крупных соревнований. Это, будь что это Дети Азии, игры Манчары, спортивные игры Якутии. Ну, везде мы выступаем спонсорами. Ну, кроме этого, мы поддерживали вот, Георгия Балакшина мы поддерживали, так? Потом Владислава Андреева, сейчас нашему земляку. Ну, хотя он выступает за сборную Белоруссии, он в Нюрнбергске сам. Вот мы ему тоже вот сейчас планируем тоже с Нового года заключить договор с ним. Ему надо получить сейчас олимпийскую путевку. А что можете пожелать нашей молодежи? Надо пожелать им тоже активной жизни, занятия спортом, здорового образа жизни вести. Ну и, конечно, здоровья, успехов, удачи. На этом все. Смотрите телепередачу «Мой спорт», занимайтесь спортом. До новых встреч! Ты болеешь за развитие спорта в Якутии? Прими участие в благотворительной лотерее «Дети Азии». Призовой фонд 15 миллионов рублей. Вырученные средства будут направлены на поддержку детского спорта и на проведение игр «Дети Азии». Купи билет, поддержи юных спортсменов республики и выиграй квартиру. Max Power – высококачественное элитное спортивное питание для фитнеса и бодибилдинга от ведущих мировых производителей. Max Power – единственный специализированный магазин в Якутске. У нас новые друзья появились. Мой спорт, например, днем и ночью. Куда мы ни идем, везде мой спорт. Но это радует и наши ряды пополняются. Спортивная передача «Мой спорт». Ням Сурен Тимур. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Если хочешь играть, играй. Если хочешь летать.